женщина, самая красивая женщина, вот, обратиться с посланием от православных тюркских народов Третьего Рима, Катехона, России, к православному гагаузскому народу, вот, договориться с Любовью Кончишиной, с Владимиром Бухарским взаимодействие, чтобы развить православие. Спасибо, Юрий Александрович. В январе 2024 года в Москве по благословению Святейшего Патриарха Кирилла прошло первое заседание оргкомитета к подготовке съезда православных тюрок. И возглавил это первое заседание митрополит Коломенский и Крутицкий Павел и архидиакон Константин Барган, гагауз, который хочет эту тему довести, я надеюсь, до конца, потому что наша община работает более 20 лет, и мы и на конференциях, и в наших статьях говорили об этом очень часто, что православные тюрки должны объединиться. И неважно, есть тюркские народы, которые связаны с исламом, есть тюркские народы, которые частично мусульмане, частично христиане, есть и не тюркские народы, но восточные, которые исповедуют православие. И созрел момент, чтобы тюрки, православные татары объединились. Члены Московской татарской православной общины присутствовали на первом заседании, вошли в оргкомитет к подготовке этому съезду. И вот это мероприятие сегодняшнее я считаю даже таким мини-крутаем, которое будет подготовкой тоже к этому съезду. Да. И считаю, что гагаузский народ играет очень большую роль. И надеюсь, что сыграет и архидиакон Константин Барган, чтобы все состоялось. И считаю, что это будет мощным прорывом для гагаузского народа. И есть такой московский лидер татар, один из лидеров, Рустам Файзович Ималиев, президент Национального конгресса татар и тюркских народов. И он много лет работает с татарами, и с разных возрастов. У него есть молодежные группы, и, есть люди уважаемые, и он собирает в возрасте, и он собирает и военных, и художников. Совершенно разные тематические у него встречи. Работает, не могу сказать точно сколько лет, но долго. И он признает и говорит открыто, что московские татары, больше половины московских татар – это православные татары. Вот как сегодня сказал отец Петр, да? Да. Что он удивился, насколько много военных православных татар. А это действительно так. Мы даже на своем сайте сейчас собираемся делать такую колонку «Военные православные татары прошлого и будущего», потому что это действительно очень интересный такой факт. Может быть, сказать, что сыграла роль. Я не знаю, вот татары военные, очень много православных и героев. И хочу напомнить интересный момент, о котором мы тоже часто говорим, что сами татары признали себя двухконфессиональным народом официально. Готовился документ, который называется «Стратегия развития татарского народа». И многие организации приняли участие в подготовке к итоговому документу, посылали свои варианты развития татарского народа. И этот документ был зачитан и принят в 2020 году, 29 августа. И в нем сами татары признали, что исторически православие традиционно для татарского народа. И наши задачи раньше, до 2020 года, было, чтобы этот документ был принят наконец-то. А сегодня наша задача уже стоит в том, чтобы развить вот это признание и рассказать большему количеству людей, что вот этот вот стереотип, что татарин это равно мусульманин, он совершенно ложный.
И сегодня я хотела свое небольшое выступление посвятить двум покровителям татарского народа православного, да и вообще, в принципе, татарского народа, и всех православных тюрок. Гагаузов в том числе. Естественно, это все в рамках вот этого съезда, в котором гагаузы, я надеюсь, сыграют очень серьезную роль. Это святой мученик, или мы говорим шахид, мученик переводится на татарский язык как шахид. Прошу не путать с теми шахидами, которые вот, вошли очень негативно. Не шахиды, на самом деле. Да, это мученики, которые пострадали за Христа. Святой мученик или шахид Авраамий Болгарский и святой мученик или шахид Феодор Болгарский. Иконы его здесь нет, вот, но она в скором времени будет. И чем уникальны эти два покровителя татарского и тюркского народов? Тем, что оба были замучены, это семя, кровь мучеников, которая пролита на татарской земле. Оба были убиты в Болгарах, замучены. Один был изначально мусульманином, это Авраамий Болгарский, и он исповедовал веру Христову, а второй, он не был мусульманином, согласно исследованиям, но он проповедовал татарам и тоже был замученный. Как раз время убийства Феодора Болгарского оно попало на насильственную исламизацию ханом Узбеком. И эти два святых тоже есть такие схожести, и были убиты с разницей в 1 век, это 13-14 век. 1229 год убили Авраамия Болгарского, и 1323 это был убит Феодор Болгарский. И не буду сейчас вот пересказывать вот житие, вкратце скажу, что оба были богатые купцы, оба пострадали за татар и за тюркские народы. И в 2010 году на болгарском городище были обнаружены мощи. Мы знаем, что это мощи святого Феодора Болгарского. Он был найден в сидячем положении, ноги скрещены, в ногах голова его по экспертизе оторванная, в руках крест. И крест, судя по всему, и крест, и по исследованиям мощей, возможно, он был либо армянин, либо еврей. Его даже называют Федор Иерусалимлянин, или философ, или Камский. И происходят такие интересные очень события для нашей общины тоже, что готовится передача этих мощей в Татарстанскую митрополию. И эти мощи сейчас находятся в Казани в археологическом музее. И мы верим и надеемся, что это событие произойдет, оно очень важное, в том числе для поддержки тех татар и тюрков, которые исповедуют православие. Те времена были другие, когда их убили, и наша община понесла потери от радикалов, мусульман, убили нашего основателя, отца Даниила Сысоева, и также вот были замучены святые, и можно даже предположить, сколько просто людей было убито, и нам они неизвестны. Но сегодня сами мусульмане, нормальные мусульмане, они передают эти мощи Русской Православной Церкви. И вот этот вот союз, дружба, которую мы видим тоже на СВО, она очень важна, что православные вместе с мусульманами, Русская Православная Церковь дает возможность восточным народам сохранять свою культуру. Есть такой замечательный документ «Миссионерская концепция Русской Православной Церкви». И там описан очень важный принцип рецепции культур. Вот здесь пример такого небольшого шамаиля. Шамаиль – это татарское искусство, оно религиозное искусство, это восточные орнаменты, и в них вписаны молитвы. Вот в данном случае вы видите православный татарский шамаиль. Здесь молитва на татарском языке, в восточном стиле, таком привычном глазу татарина или восточного человека.
И это как вот пример рецепции культур. Вот икона, написанная в татарском стиле. Это святой Авраамий Болгарский. Подписана эта икона на 2 языках, на славянском, на 3 даже, на 3 языках, на славянском, на татарском и на чувашском. Дело в том, что Авраамия Болгарского убили болгары. То есть булгары, они потомки, предки чувашей. И поэтому мы подписали эту икону на чувашском языке. И еще здесь икону мы хотели вам показать. Это икона называется «Курултай татарских святых». Вот икона Авраамия Болгарского была написана буквально за этот пост 2024 года. И самое интересное, что память Авраамию Болгарскому 14 апреля по новому стилю, а Феодору Болгарскому 4 мая, да, если не ошибаюсь. И все вот эти вот события, то, что сегодняшнее мероприятие вот проходит как раз вот в эти дни памяти вот этих святых. И икона Курултай татарских святых, она собрала святых татар, чистокровных, чингизидов, сиитов. Сииты — это потомки Мухаммеда, новомучеников. Есть 2 святых еще, то есть мы верим, что они святые, они не прославлены, они без ним указаны. Это святой Василий Тимофеев и отец Даниил Сысоев. Но мы верим, что придет время, и они будут канонизированы. И икона тоже написана, татарская икона. Здесь можно увидеть, что святые изображены в привычных тому времени таких вот восточных одеяниях, в очагах, вот, Авраам Болгарский в челме. И хотелось бы вот еще что сказать. Буквально уже сегодня проходит в Татарстане форум «Россия. Исламский мир». И завтра будет проводиться, начнет свой старт 14-й Всероссийский форум татарских религиозных деятелей и татарских религиозных деятелей. Вот мы знаем, что православных татар, священников, их более 500, казахов, священников, мы со многими наладили связь. И пока никто из наших религиозных татарских деятелей, никто не был приглашен. Вот сама стратегия, она уже провозгласила двухконфессиональность татарского народа, а пока еще не запущен полноценный процесс, когда татары православные будут участвовать во всех организациях, мероприятиях и будут представлены равнозначно на хорошем уровне. Естественно, мы не ждем, что это произойдет сразу, это время нужно. Наша община, она и существует для того, чтобы напоминать, говорить об этом событии, расширять его, говорить о том, что татарин, который принял православие, может сказать своим родственникам, что не надо смущаться. Это мой собственный выбор, и сами татары уже приняли эту стратегию и могут ссылаться на принятие этого решения самими татарами, чтобы не страдать излишне. Считаю, что это уже не своевременно. Надо сказать, что уже то время прошло. Ну вот, наверное,